Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим также одновременно на радио и телевидении. В студии режиссеры Михаил Эверстов и Николай Слепцов-Айдын. У микрофона Любовь Петрова. Дорогие друзья, вот сейчас вот перед вами макет настоящего марсохода, уменьшенного в 4 раза. Того марсохода, который действительно пойдет на Марс. А вот наш марсоход – это полный аналог его, но уменьшенный в 4 раза. Сегодня вот мы расскажем о космических проектах и марсоходах, и об этом марсоходе. Это проект Малой академии наук Якутии. И сегодня у нас в гостях Василий Климович Павлов, ректор Малой академии наук Якутии, доктор философии. Здравствуйте, Василий Климович. Любовь. Да. Тимур Илларионов, главный конструктор этого марсохода. Здравствуйте, Тимур. И Андрей Петров, оператор станции связи Центра управления полетами при Малой академии наук. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну, давайте начнем сразу с космических программ, да, Малой академии наук. Вот расскажите о ваших программах. Да. Малая академия наук, она существует уже больше 20 лет, и с самого начала ее основания по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева мы начали активно проводить различные проекты, программы, связанные с изучением ближнего космоса, дальнего космоса. Благо у нас в Якутии есть очень хороший институт, который нам всегда помогал. Это Шаферовский институт космофизики и аэрономии. Ну и, соответственно, значит, у нас появились очень активные такие энтузиасты, учителя, Прокопий Романов, да, которые, значит, Юрий Прокопьевич Романов, который, значит, Николаевич Романов, который нам очень сильно вот сумел продвинуть это направление. И ребята начали участвовать с очень маленьких шагов. Это так называемые проекты, связанные с созданием маленьких спутников, наноспутников с размеров там 10 на 10 сантиметров, так называемые консаты. И у нас в нашей стране существует такая космическая академия для школьников, которая проводится под эгидой так называемого института, очень известного, научно-исследовательский институт ядерной физики, но оно имеет непосредственную связь с космосом, с изучением космоса, потому что этот институт находится при Московском госуниверситете. И с самого начала развития космической индустрии, с полета второго спутника Земли, они активно участвовали в этом и как раз стали основателями вот этой академии космической, в которой наши вот как раз коллеги, да, активно принимали участие с самого начала, да, во всех этих проектах, конкурсах академии, так называемой космической воздушной академии, да, Артур и Андрей запускали свои спутники, то есть все начали с самых маленьких вещей, да, так сказать, каких-то технических, инженерных, и в конце концов доросли до совершенно уникальных сейчас проектов, которые проводятся жизнь через вот Малую академию, потому что у нас есть как раз ребята, которыми они интересуются космическими исследованиями, и вот Андрей Николаевич, Тимур являются нашими самыми активными участниками, они наши академики, и сейчас стали студентами, и вот эти проекты космические, они все время продолжаются, развиваются, и сейчас мы очень благодарны и нашим вот юным коллегам, молодым ученым уже, да, так сказать, которые сами инженеры эти проекты проводят в жизнь. Да, и фактически наша академия, да, так сказать, создала имеет своих уже экспертов в этих направлениях, да, которые сейчас создали, вот, например, допустим, прототипы марсоходов, очень тоже интересный да, проект. И что самое интересное, разработали сейчас и полностью готовят малый космический аппарат, который будет, значит, запущен на околоземную орбиту и будет работать. И в нашем центре, который находится недалеко от города Якутска, в селе Чапаево, да, находится Ангаласского улуса. Мы там построили совершенно новый прекрасный учебный корпус лабораторный, благодаря поддержке
национальной нефтяной компании «Роснефть», чему мы очень благодарны. И это здание полностью нашпиговано совершенно новым оборудованием. Это тоже благодаря федеральному проекту образования. Мы получили это, значит, национальный проект образования как раз как центр регионального развития, поддержки одаренных детей. Мы вот получили данные, значит, финансовую поддержку для приобретения очень разнообразных приборов. Ну и среди них вот как раз мы смогли создать лабораторию аэрокосмических исследований, да, и в нем мы, значит, имеем центр управления полетами, так называемый, да, очень совершенно уникальное, значит, само по себе техническое такое решение имеется, значит, вот расскажет Андрей очень подробно об этом, потому что там конкретно есть антенны, есть как раз и визуализация того, что происходит, да, каким образом летают там спутники рядом с нами, да, так сказать, и возможность получать оттуда информацию, и самое главное, отправлять туда информацию, да, так сказать, и, соответственно, управлять данными спутниками. То есть наши ребята фактически являются сами участниками этого полета, могут менять, изменять то, что происходит. Дело в том, что космическая эта индустрия, она что сделала, да, последние годы? Она стала невероятно демократичным, да, сейчас даже школьники, да, уже могут и участвуют в космических проектах. Да, и они приносят невероятную пользу сейчас. Дело в том, что раньше, когда вот строили большие спутники, да, это огромная такая махина, 5-6 лет надо делать, а потом ее запускать, миллиарды долларов. Да. А сейчас, значит, делается множество маленьких, значит, мини-спутников, нано называются размеры, да, и они как раз очень экономичны и делают совершенно уникальные задачи. Может, спросим? Андрей, расскажите, пожалуйста, о вашем центре управления полетами и вообще о ваших проектах. Давайте начну именно с центра управления полетами. В Малой академии наук в новом корпусе нам поставили очень интересное оборудование. Это станция «Завиток» называется. Это комплекс из приемо-передающей аппаратуры радиосвязи и комплекс также из компьютера управления, там, набора мониторов, и получается все, что нужно для организации какой-то станции управления космическими аппаратами малыми. У нее в чем основная именно как бы отличие от других таких систем? Это именно наличие антенны передающей и системы автоматического наведения на космические аппараты. Вот кроме этой станции «Завиток» также у нас есть система LORET. Это приемная станция X-диапазона уже для приема данных, например, с крупных метеорологических спутников. Вот она тоже работает через наш центр управления. И пока что вот мы сейчас занимаемся ее наладкой. Я также сдал экзамен в ГРЧЦ, получил позывной, чтобы я мог работать на передачу в том числе. И уже вот готовим наземную инфраструктуру к запуску нашего собственного малого космического аппарата и к работе с другими аппаратами, допустим, того же НИИАФа. Я даже знаю ваш позывной. Петрович, да? Нет, это не тот позывной. Да, мой позывной, кому интересно, R0QAV, в ГРЧЦ мне его выдали. Я сдавал экзамены. Вот. О проектах, о ваших международном сотрудничестве расскажите. Так, наверное, начну с проекта малого космического аппарата. Мы сейчас тоже от Малой академии наук готовим космический аппарат формата CubeSat. Это такой международный стандарт малых космических аппаратов размером всего 10 на 10 на 10 сантиметров. Вот у него в чем основная такая суть? Это в том, что они друг с другом хорошо совместимы, и их можно пачкой целой затолкать на ракету-носитель как попутную нагрузку, и просто пачкой их вывести совершенно дешево. Потому что они, опять же, стандартизованы, под них есть средства выведения. Вот. От Малой академии наук как раз к столетию мы планировали запустить космический аппарат. Сейчас немножко сроки у нас съехали, но аппарат все-таки полетит. Какая у него будет задача? На борту у него будет стоять специальный модуль, который мы разработали самостоятельно, то есть всю электронику, бортовое ПО, там все мы сделали сами. Аппарат строится при этом на готовой платформе от ООО «Спутникс». Вот этот модуль наш в него встраивается, потом мы проводим испытания вибрационные. Кстати, совместно с СибГУ имени Решетнева. Очень большое спасибо им за поддержку. Это в Новосибирске, да? Это в Красноярске. В Красноярске. Вот совместно с ними мы проводим испытания. Дальше аппарат собирается, отправляется в главкосмос.
и уже передается оператору для пуска. Вот основная задача этого аппарата — это будет предоставление платформы такой для того, чтобы школьники в Малой академии наук и вообще со всей республики могли на борт МКА через нашу наземную станцию загружать свои собственные программы. То есть ребята в классах в аэрокосмических пишут какие-то программы, допустим, для проведения экспериментов, для взаимодействия с бортовыми датчиками. Они их пишут, присылают нам, мы их проверяем, и через нашу вот станцию связи, через СТУП наш, мы их загружаем прямо на борт летящего космического аппарата. Потом эти программы там на борту выполняются, какие-то результаты ребята с них получают, и мы им обратно вот результат выполнения программы отдаем тоже через вот нашу станцию. И вот на этом модуле на нашем как раз эти программы выполняются, и через него они смогут очень интересные исследования проводить. Например, вот сейчас навскидку могу сказать, можно будет узнать и измерить, где начинаются радиационные пояса, на каких широтах, например, или там посмотреть, как изменяется интенсивность потока частиц там, в зависимости от солнечной активности. То есть такие вот интересные прикладные задачи космической физики вот, на этом аппарате можно будет производить. Ну и самое главное, вот именно этот модуль, на котором ребята будут прошивки свои запускать, он разработан нами полностью здесь. И собирается он в итоге, финальная сборка вот Тимуром Андреевичем, как раз его руками. Ну вот, Тимур, вы являетесь автором как раз этого марсохода же, да? Ну, про марсоход, наверное, позднее. Попозднее. Я являюсь главным конструктором и сборщиком всей нашей продукции, так скажем. То есть я занимаюсь сборкой платы полезной нагрузки для нашего малого космического аппарата. Это пайка, заказ деталей и так далее. Именно вот все физические манипуляции сборочные, это Тимур Андреевич у нас занимается. У нас имеется своя лаборатория с необходимым оборудованием, где мы можем выполнять различные процедуры. Да, кстати, тоже про нашу собственную лабораторию немножко расскажу. У нас есть небольшое такое ООО, небольшое предприятие. Мы являемся резидентами технопарка Якутии. У нас есть небольшая тоже собственная паяльная лаборатория аэрокосмическая, в которой мы вот все эти проекты собираем. То есть марсоход, там полезная нагрузка. Вот. А вот кто это мы? У нас достаточно большая команда. Это, во-первых, я, Андрей Петров, это Тимур Андреевич наш, инженер-конструктор, это Анатолий Антонов, который сейчас находится в Москве, учится, это наш ведущий разработчик наземного программного обеспечения. И еще у нас небольшой штат разработчиков, тоже из наших таких одноклассников, друзей мы вот собрались, тоже нам помогают писать наземное программное обеспечение. Очень интересный разговор, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся и продолжим наш разговор. Не переключайтесь, будет очень интересно. Дорогие друзья, мы в прямом эфире в программе «Якутск сегодня». И сегодня тема нашего разговора – космические программы Малой академии наук и марсоход. И сейчас как раз подошло время показать нашим радиослушателям, телезрителям больше, конечно, наш марсоход. И вот его автор, конструктор Тимур Илларионов, главный конструктор марсохода. Вот, пожалуйста, Тимур, вам слово. Да, для начала начну. Эта идея нам пришла, когда мы узнали то, что в новом корпусе Малой академии наук будет марсианский полигон. То есть у нас появилась первая идея, почему бы не протестировать на нем настоящий марсоход. Ну, не настоящий, а его модель. Это у нас модель настоящего марсохода Perseverance в масштабе 1 к 4. Марсоход Perseverance сейчас успешно работает и выполняет научные миссии на Марсе в данный момент. Российский, да? Нет, американский. насовский. Так, и этот марсоход мы разработали своими силами, собрали тоже своими силами, но мы сотрудничали с Малой академией наук и с детским технопарком Кванториум. За что им огромное спасибо. Они нам поставляли детали, людей, которые помогали во время разработки и сборки. Собран он был также в нашей лаборатории. На разработку и сборку ушло примерно полгода. Конечно, можно было сделать это немного быстрее, но были некоторые обстоятельства. Так.
Ну, Можно его включить? подойдите Может, двигатель? и включите его. Да. Так, ну пока Тимур Андреевич занимается включением, я немножко расскажу про его вообще образовательные цели. То есть это в первую очередь модель марсохода, то есть то, что очень многие СМИ, которые про него написали, упустили. То есть это в первую очередь образовательная модель. И вот почему мы ее собрали, это вообще, что мы ее собрали, чтобы школьники на нем отрабатывали какие-то свои технологии работы с колесными вездеходами. И вот почему выбрали именно марсоход, это в первую очередь, потому что у нас есть полигон для его испытаний. И еще мы почитали, что образ как бы вездехода на пыльных тропинках далеких планет будет намного интереснее школьникам, чем какого-то просто абстрактного колесного робота. То есть ребятам именно будет интересно его как-то самостоятельно дорабатывать. Именно из-за того, что он выглядит футуристично, это вообще макет настоящего как бы марсохода. Вот, из-за этого именно он вызывает у всех большой интерес, в том числе даже у взрослых. Вот. И еще Тимур Андреевич упомянул Конториум. Большое им спасибо. Но, как известно, спасибо в карман не положишь. Поэтому мы сейчас занимаемся разработкой и сборкой второго марсохода, который будет уже, ну, вообще еще круче, чем этот. Этот марсоход, который вот здесь вот у нас, он больше оптимизирован для работы внутри помещений. И у него есть некоторые технические такие вот особенности. Вот, для Малой академии наук, для полигона мы хотим собрать реплику, то есть тоже модель марсохода Opportunity в натуральную величину. То есть Opportunity тоже марсоход, он, к сожалению, уже прекратил работать, кажется, в 2018 году. И у него, ну, он больше подходит для работы на улице в наших условиях. Вот. Какие вообще марсоход этот преследует цели? Это в первую очередь отработка каких-то технических решений для колесного транспорта. Например, отработка алгоритмов компьютерного зрения для автоматического поиска маршрута. Вот такая вот у него может быть задача. И при этом вот то, что ребята на нем сделают, это не только в космосе может быть применено, а, например, в сельском хозяйстве. Вот сейчас очень развивается активное направление, например, автоматизации сбора урожая на комбайнах. И вот на марсоходе ребята, например, смогут отработать как-то алгоритм именно поиск маршрута оптимального покладки, как лучше всего собрать урожай. Хотя это марсоход, но тут тоже колесная техника, она везде колесная техника. Ну, суть в том, что ребята смогут на марсоходе, допустим, где им интересно будет работать, какие-то алгоритмы свои написать, а потом эти же алгоритмы они смогут применить на какой-то полезной сельскохозяйственной технике. То есть у него задача такая прикладная, не только космическая. Широкая. Да, у него широкий задача, спектр задач, не только космический, опять же. Но вот этот марсоход, он же не только вот идет, да, он еще и у него же есть рука, да? Да. Что может делать эта рука? У нас на руке находятся сменные модули, которые мы можем заменить. Сейчас на нем установлен лапа для захвата предметов, но пока что она не полностью функционирует. Доработки. Над этим я работаю, да. Да, то есть там нужен дописать программный код. Также можно будет установить бур для взятия проб с местности, различные датчики, камеры. То есть все, что захотят школьники установить на него, могут на него поставить и заставить работать. То есть в первую очередь это образовательный проект, на котором школьники смогут отрабатывать различные алгоритмы, механизмы, ставить свои датчики, ставить свое оборудование. Хоть, может быть, даже что-то они сами придумают. То есть это просто платформа. Также там камера есть. Да, также есть там камера реального времени. На нем можно сделать машинное зрение для объезда препятствий различных. А вот следующий марсоход? Следующий марсоход, это будет... Мы хотим, конечно, сделать к осени. Это не совсем реалистичный срок, но мы постараемся, если мы найдем, конечно, средства. Там намек тем, кто нас смотрит, вдруг есть инвесторы. Кто-то заинтересуется, да? И еще вот для этого марсохода мы тоже сделаем к осени доработки некоторые. Осенью у нас планируется очень большая смена в МАН космическая. Вот, кстати, ребята, записывайтесь, кто смотрит. У нас на этой смене мы планируем тоже с этим марсоходом работать. И на сменах, как раз на профильных таких вот, ребята будут именно модули всякие разрабатывать и баловаться вот этим вот марсоходом на полигоне на нашем. И как раз к этой смене мы постараемся подготовить еще и второй марсоход. Вот. Ну, это вот как раз образовательные смены, так называемые профильные, которые проводятся у нас в Малой академии наук по линии регионального центра
да, по поддержке одаренных детей. Мы работаем как раз по принципу и модели образовательного центра «Сириус», который поддерживается фондом «Талант и успех», где председателем является президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И тут действительно очень много возможностей появляется для наших якутских школьников принять активное участие в настоящих таких проектах, да, и с ребятами, которые вот как раз примерно и не так далеко, да, ушли по возрасту, да, так сказать, получается, знают и на одном языке говорят. А с какого возраста вот ребята вы принимаете? Так, у нас вообще в МАН есть несколько образовательных программ. У нас ведется программа ДЗЗ. Насколько я знаю, на ДЗЗ принимают с 8 класса, а мы на марсоход и на спутники мы планируем принимать классы тоже, наверное, с 8 или с 9. Там просто нужно такие серьезные познания физики. ДЗЗ — это дистанционное зондирование Земли. Это вот как раз еще один такой интересное направление исследований, используя спутники, спутниковые снимки, анализ больших данных. Это то, что ребята очень активно используют сейчас и хотят помочь, например, республике, когда здесь происходит большое количество, например, лесных пожаров. Это все можно исследовать, понять структуру, динамику и каким образом можно это все в дальнейшем прогнозировать даже, да, и работы активно ведутся работы. А вот вы говорите, что вы запускаете уже спутники, да? Запускаете. Да. Вот об этом расскажите. Вот об этом спутнике я рассказал немножко раньше. И у нас уже, в принципе, заключены такие основные договоры, подготовлена документация. То есть уже аппарат запланирован запуск. Сейчас я не буду точно говорить, где-то на 2-й квартал следующего года. То есть он уже отправится в космос. И уже будем с ним работать через нашу наземную станцию, готовить инфраструктуру, проводить по нему профильные смены. Вот пока что мы по нему дальше ведем работы, этому спутнику. У нас все-таки проблемы кое-какие есть, в том числе инженерные. Но мы до следующего года его постараемся довести до ума и запустить уже в 3-м квартале. Вот, то есть во 2-м квартале следующего года. А какие задачи решает этот спутник? Этот спутник решает задачи образовательные. Опять же, повторюсь, я про это уже рассказывал. На него школьники со всей республики смогут загружать собственные программы и работать с бортовыми датчиками. Через нашу наземную станцию, через нашу наземную сеть. Мы вот такой вот крупный проект запускаем совместно, кстати, с Российской академией космонавтики. Вот. Сеть аэрокосмических классов, из него ребята смогут свои прошивки загружать прямо на борт. Проводить собственные эксперименты, какие-то исследования. Ну вот у вас же еще там еще маленькие спутники говорили до этого, да? Консаты, да. Про консаты тоже следует рассказать. Вообще весь наш такой путь в космонавтику начался именно с консата. Консат — это по-другому воздушная инженерная школа МГУ, проводится Московским госуниверситетом, НИИЯФом. В ней, получается, ребята строят макеты тоже космических аппаратов, которые помещаются примерно в банку из-под колы 0,33. То есть, чтобы вы понимали, какого они размера. Эти спутники в целом, даже несмотря на то, что они такие маленькие, они повторяют по функциональности большие аппараты. То есть, все, что нужно, в них есть. Датчики, там, процессоры, радиомодули, питание, все в них есть. И вот потом, после сборки этого спутника, ребята устанавливают его на ракету небольшую и запускают на высоты до 5 километров, откуда он уже на парашюте спускается. И вот пока он спускается на парашюте через радиомодуль, ребята должны получить с борта данные какие-то, какие они там датчики поставили, обработать и представить их жюри. И вот вроде как это звучит достаточно просто, то есть спутник-то вроде в космос не летит никуда, всего 5 километров, но вообще задача это все равно очень сложная инженерная. Потому что на ракете, например, большие перегрузки, что-то может отвалиться в полете. Там проблемы какие-то с радиопередачей могут быть. То есть тут очень много нюансов. И вот чтобы даже у команды школьников или у студентов все с первого раза заработало, это огромная редкость. И вот такие вот эта вот школа, она учит детей, учит ребят решать такие вот инженерные задачи, постоянно справляться с какими-то проблемами. А про конкретный какой-то пример можете привести, какой-то конкретный пример, что решена какая-то задача? Да, мы можем рассказать про наш собственный аппарат. Мы летали с ним на соревнования в 2019 году, и у него была такая задача. То есть на нем стоял специальный приемник GPS, на нем стоял широковещательный передатчик,
и мы должны были на наземной станции принять данные GPS с этого передатчика и автоматически под GPS навести высокоскоростную антенну на спутник на наш, чтобы мы через эту антенну могли принять сигнал с камеры. Потому что антенна у нас была очень узконаправленная, сигнал с камеры слабый, с передатчика камеры. Мы вот поэтому сделали такую систему, чтобы через широковещательный передатчик, через мощный, мы передавали координаты и наводили уже узкую антенну такую автоматически. У нас, конечно же, ничего не заработало, но мы вообще многому научились, да. То есть очень большой опыт мы получили в программировании, в инженерной проектировании, в пайке, кучу всего. То есть тут вообще главное не результат, а процесс сам. Да. Отрицательный результат тоже результат. Да, да. Еще какие проекты есть у вас? Так, ну давайте я расскажу про следующий наш марсоход и про то, что какое у нас сотрудничество с Кванториумом. В Кванториуме... О, дорогие друзья, мы сейчас прерываемся на рекламу, и после рекламы мы Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программы «Якутск сегодня». В студии режиссеры Михаил Эверстов и Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Гости нашей студии – это Малая академия наук Якутии, и тема нашего разговора – космические проекты Малой академии наук. Вот, Андрей, как раз мы с вами до рекламы говорили о будущем марсоходе. Да, о будущем марсоходе. Так, будущий марсоход, как я говорил, планируется сделать к осени, и вообще им одним все не ограничится. То есть мы планируем производство этих марсоходов, макетов наладить. И если у нас вообще хорошо пойдут дела, мы планируем оснастить уже гораздо большее число школ, не только МАН, вот как раз включая Кванториум. То есть первый марсоход, который мы выпустим следующий, он как раз отправится в Кванториум. Там есть робоквантум, там есть космоквантум, то есть там тоже есть кому заниматься. И вот, кстати, про другие школы, да, я говорил про сеть аэрокосмических классов по республике, которая будет заниматься на этих вот космических аппаратах. И вот эту сеть мы тоже планируем запустить в ближайшем будущем. Вот в чем у нее будет такая суть. Через Малую академию наук она будет как бы таким хабом образовательным, через который будут соединяться друг с другом вот эти вот аэрокосмические классы. Мы планируем создать такую централизованную сеть, чтобы, допустим, в центре была приемная станция Малая академия наук, и через нее все классы в республике, именно аэрокосмические, могли общаться с космическими аппаратами вот, и уже какие-то данные получать напрямую из космоса, вот как раз через этот ЦУП. И вот это мы тоже сейчас работаем. В ближайшем будущем планируем запустить. Так, и что у нас еще есть по проектам будущим? Тимур Андреевич, может, что-то хотите добавить? Разве что кроме марсохода мы планируем еще разработать различные наземные комплексы, такие же, которые сейчас стоят на Марсе. Это метеостанции, да? Да, метеостанции различные. Это также будет, это стационарная вещь, то есть она будет больше полезна для отслеживания метеоусловий, для нормальных испытаний марсохода. Мне кажется, что я нахожусь в очень такой интересной компании. Это будущие ученые, будущие звезды, да. Но они уже звезды, да, кстати, может быть, уже наукой занимаются, да, реально. И вот я как раз вспоминаю слова Конфуция, да, который сказал как-то очень давно, он жил, и говорил такие вещи, да, что если вы мне что-то скажете, то я обязательно забуду. Если вы мне что-то напишете, то я, может быть, вспомню когда-нибудь. Но если вы мне дадите самому это сделать, да, то я буду знать. И вот как раз наши ребята, да, кстати, Андрей Николаевич, да, Тимур Андреевич, они вот занимаются реально вещами, которые позволяют им стать экспертами, очень глубоко это все знать
И фактически они имеют уже такую абсолютно нужную и бесценную даже экспертизу для нас, да, так сказать, важную для нашей республики, прочим. И это будет такой первый интересный опыт, когда у нас, собственно говоря, мы уже принимаем участие в запуске, допустим, космических аппаратов, сейчас малого размера, потом это будет еще дальнейшая программа развития, да, и Якутия, она огромная. В общем-то, это самый большой регион в мире, который должен иметь свою, как говорится, группировку космических спутников, которые должны постоянно давать фидбэк. То есть мы должны это все иметь в настоящем времени, смотреть, как пульсирует, как изменяется, как все работает у нас, да, так сказать, как ведется вот вся эта жизнь нашей большой республики, да, так сказать, потому что она бескрайняя, да, так сказать, и тут и климатические условия, которые все время меняются, да, то есть тут это самая уникальная лаборатория в мире, которую можно себе представить, это вот наша родная республика. И вот как раз кто бы мог подумать, да, так сказать, но через 100 лет после ее основания, да, так сказать, мы уже говорим о космосе, где там сотнях километров, да, так сказать, маленькие такие аппаратики, да, так сказать, будут еще исследовать. Да, и уже собираются запускать собственные спутники. Да. Ага. Ну вот, ребята, расскажите о себе. Тимур, расскажите о себе, как вот вы пришли к этому марсоходу, где вы сейчас учитесь, чем вообще о чем мечтаете? Все началось с аэрокосмического кружка в Центре детского творчества. То есть мы с Андреем ходили туда с 5 по 7 класс, насколько я помню. В какой школе учились? Мы с 1 по 4 класс я учился в 23-й школе, и с 5 по 11 я учился в физико-техническом лицее, и все эти 11 лет вместе с Андреем. То есть мы одноклассники с детства. И вот мы пошли в аэрокосмический кружок, и там мы учились изготавливать маленькие макеты ракет на пороховом двигателе. У нас там был замечательный преподаватель. Большое ему спасибо и привет, если он смотрит. Ну, скажите, Евгений Васильевич. Евгений Васильевич. И с этого все началось. Дальше мы узнали, что в нашей школе, оказывается, есть кружок конца, и мы тесно уже начали заниматься со всем. Там я научился паять, Андрей научился отлично программировать, и все пошло-поехало. И в 2020 году мы решили податься на различные гранты. И уже плотно заняться всеми этими проектами. В 2021 году мы открыли свою компанию и рассчитываем заниматься коммерчески, реализовывать различные образовательные конструкторы. То есть существуют люди, которые нужно что-то сломать, разобрать и понять, как все это устроено. И мы хотим, чтобы дети не ломали это, а показать им все разобрано. Различные марсоходы, конструкторы, также космические аппараты, которые, возможно, полетят в скором времени в будущее, в космос. Так, вот тут можно я перехочу, я заглянул в шпаргалку, в нашу документацию о планах на будущее. Я хочу рассказать вообще, зачем мы вот эту всю сеть аэрокосмических классов в республике делаем. Вот первый наш космический аппарат, у него вообще цель такая образовательная, да? И цель у него еще и подготовка там наземной космической инфраструктуры. Вот это вот все нужно, чтобы мы в республике могли создать школу подготовки кадров такую, там сразу и операторов готовить, и инженеров аэрокосмических проектировщиков, и специалистов ДЗЗ, и чтобы после того, как наш аппарат, у него срок службы 2 года, сойдет с орбиты, от республики можно было запустить уже крупную группировку малых космических аппаратов, каких-нибудь интересных уже, например, с большими камерами для дистанционного зондирования Земли, да, и чтобы у республики постоянно была своя группировка для слежения, например, за пожарами. Вот, чтобы оперативно получать данные, и вот как раз для этого, под это дело мы начинаем готовить сейчас инфраструктуру, первый аппарат запускаем, чтобы именно на Земле отработать все цепочки взаимодействия, все вот эти вот нюансы, проблемы там могут возникнуть, чтобы все мы заранее отработали, и когда у республики будет своя крупная группировка аппаратов, чтобы уже тут все было готово, все было замечательно, все работало. Вот, и теперь Тимур упомянул про платформы наши образовательные, да, платформа наша будет изготовляться тоже для поставки вот в эти вот аэрокосмические классы для подготовки именно проектировщиков космических аппаратов. То есть, если в МАН мы будем готовить специалистов ДЗЗ и операторов аппаратов космических, то наш конструктор нужен именно для подготовки проектировщиков. То есть в чем его суть будет? Это именно в том, что
Вот, допустим, мы используем в нашем аппарате платформу от Sputnik. Она очень крутая, там гениальные инженерные решения используются, особенно в их передатчике диапазона, но это черные ящики, то есть все их там схемотехника, все ПО, оно под 7 печатями закрыто, оно тайно. Вот мы когда в Сириусе вообще с ребятами работали, тоже, мы как бы хотели на это все посмотреть, нам же было интересно, мы хотели закопаться там под капот. Нам этого сделать вообще не дали. То есть нам дали глянуть немножко на схемотехнику, и на этом все. То есть с таким подходом можно собрать хороший аппарат, но именно проектировщика, который глубоко в теме разбирается, таким подходом не подготовить. Вот наш проект платформы именно на это направлено. То есть мы хотим дать ребятам именно возможность заглянуть под капот всех вспомогательных систем. То есть у Sputnik, например, это готовые блоки, то есть отдельно, например, система электропитания, отдельно радиомодуль. Это они как бы черные ящики. Мы хотим дать школьникам возможность именно заглянуть вглубь этих черных ящиков. Как, допустим, как конкретно переключаются, стабилизируется напряжение в системе питания, как происходит зарядка аккумуляторов. Там, вот эти вот все нюансы, чтобы школьники тоже сами понимали, могли полазить. Ну и к тому же у Sputnik, так как это все-таки почти произведение искусства, они стоят очень дорого, эти платформы. Вот наша платформа будет дешевле, чтобы как раз школьникам было не страшно ее сломать. Вот в будущем мы этим как раз собираемся заниматься, оснастить эти аэрокосмические классы, которые будут готовить проектировщиков уже. Там, возможно, выйдем на рынок российский, в вузы какие-нибудь профильные, и уже продаваться. Потенциально даже выйдем на мировой рынок, чтобы мы могли именно на нашем конструкторе готовить проектировщиков, глубоко разбирающихся в теме. Здорово. А какая у вас материальная база всего этого? Материальная база. Мы резиденты технопарка Якутия, то есть у нас есть небольшая лаборатория, небольшой офис. Мы хотим подать заявки на дополнительные гранты, чтобы у нас было финансирование, и мы могли заниматься этими платформами. И у нас, в лаборатории у нас есть руки, у нас есть оборудование. Самое хорошее. главное, есть знания, есть голова, да? Да, есть знания. И мы дополнительно сотрудничаем с крупными такими организациями. Это СФУ наш, это СибГУ имени Решетнева, это НИИЯФ, Институт космофизики наш. То есть экспертиза у нас есть достаточно большая. И мы проект, в принципе, я думаю, осилим даже. Вот этот. Это очень такой большой проект, видимо, да? Да, проект большой. Мы вот эту вот всю платформу планируем реализовать в ближайшие несколько лет. То есть до 5 лет это все у нас может занять. Развертывание вот этой наземной инфраструктуры подготовки кадров в республике и выпуск платформы. Это все у нас займет достаточно много. Ну, это целая, мне кажется, республиканская программа. Да. Вот эта платформа. Ну, у нас время уже подошло к концу. Буквально 1 минута. Вот завершение, что вы скажете? Да, я бы пожелал всех успехов замечательным нашим исследователям, которые выросли из нашей академии, и чтобы еще больше детей шли к нам, присоединялись к этому движению, да, и ряды ширились, и стало еще более интересно. Тимур? Что скажете, Тимур? Да, конечно, у нас людей не хватает, то есть нужно как-то завлекать детей. Сейчас как-то космос, он слишком далеко от нас. И мы хотим показать то, что он доступный. 15 секунд осталось. Так, ну я что могу сказать? Занимайтесь, ребята, космосом, он ближе, чем вы думаете. Да. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого